друзья, приехали. Сегодня я ребят привез на реку Лену. Посмотрите, здесь вот начинается шуга, уже идет несколько дней. Семьи нам незнакомый, до боли полярный круг. Сейчас хотим с Женьки сходить, там сфотаться на память Женьки. Вон там рыбак рыбачит на сети. Там щука, две щуки, по-моему, чир, сик неплохой был. Вот, ребята. Сейчас тоже здесь начинают рыбачить, располагаться. Ну, давайте посмотрим, что да как рыбалка будет у них и у нас. В эти дни мне совершенно некогда рыбачить. В прошлый раз с ребятами ходил на окуня, пытался что-нибудь поймать. Безрезультатно на озере. Да и времени уже было поздно. Вчера баньку ребятам организовал. До этого в сети ездил, на карася проверял. В общем, пока некогда. Но сегодня, надеюсь, немножко хоть порыбачу. Итак, друзья, сейчас вот к Александру подошел. И он занимается съемками подводными. Ищет рыбу. Поиском рыбы занимается. По-моему, больше 3 метров. Под водой. А я обычно холод использую такой вот этот. Только я холодом пользуюсь. Ну и сколько он светит, вот это вот, сколько метров? Ну, 2 метра светит. 2 метра, да? Следы смотришь, да? Вот какие-нибудь. Да все, да, рельеф какой-нибудь. Ага. На рыбу вряд ли так сразу. Вот что-то, вот кто-то ходил. Мне кажется, бугорочек просто. Ага. Ну, ветки. Как будто маленький этот такой вот бегемотик наступал. Так ничего, прям нет. Рельеф нужен, прям изменения какие-то. Ничего себе. Ну, так одно и то же, песок пока. Не, нет. А Рома стоит. Поклевка были, нет, Рома? Я наверняка поставил, короче, чтобы это. Там макушки такой интересный уже. О, вот это да. Вчера вот щука на нее хорошо под вечер сливать. Интересная игра у них. Ну да, да. Там безопасно возле Таровского или нет? Ну мы сходили, вон до туда, да. Ты же в поплывке, Сань. А течение довольно слабое, я смотрю. Да? А что ты не берешь, то возьми этот. Сейчас я пока пробурю. Ну вот, друзья, улов рыбака. Налим такой вот. Смотрите, вот перчатка. Килограммов, наверное. Даже не знаю, ну где-то, наверное, 7. 7-8. Неплохой налим. Чир есть он. Подожди, это сик. Смотри, какой сик. Нет, чир. Извиняюсь. Видал? Да, бомба. Налим хороший, да? Сколько в нем дашь? Подними и попробуй на этот. Вес угадаешь, нет? Думаю, 8. Ну я тоже так думал. 7-8. 7-8, да, наверное, где-то. Ну вот, друзья, пошел такой снежок. С Женькой мы поднимаемся вот на эту гору, где полярный круг традиционно. Вот такие хлопья пошли. Красота какая. Солнышко. Снег такой повалил классный. Жека там пошел восхождение делать. Ну давай. Так они сейчас вон туда хотим подняться. Ребята вон там на льду ходят. Мужик этот в свете проверяет, который. И колено
конечно, во всей красе. Красота. Так, друзья, вот посмотрите, Евгений вытащил щуку. Ну, не небольшая, но первая щука, да? Первый да. человек, который поймал на этой протоке рыбу. Поздравляйте, Спасибо. Жень. Спасибо, Да. Вячеслав, за такое удовольствие. Ты не отпускай ее, не отпускай. И это будем делать это. Ребята наживку хотят, чтобы налима стучать там и так далее. И сейчас этот. У тебя даже леска порвалась, да? Я Смотри, сейчас ты пойду прям, другую возьму. ты прям в воду прям это, да? Нырнул почти. Бах, да. Сейчас пойду перчатки переодену, все. И будем теперь по-серьезному ловить. Да, да, да. Да, а Нет, то я пришел так расслабиться. Жень, этот самое. Потом насадишь глаз от щуки туда. И будет вообще во. Еще сига влупишь, да? Вот увидишь. Пошел я за другой удочкой. Давай, давай. Так вот, забрали кишки, поставили, глаз забрали у щуки. Сейчас на живца поставим. Ромке отдадим живца из желудка. Пускай ставит. Вон, забирай. Из желудка вытащили. Почти живец. Почти. Нормально? Пойдет на, да, пойдет на налима, да. Так, очередной улов Евгения. Вот такая маленькая доходяга карандаш. Ну этот пойдет домой. Да. Такие нам не нужны трофеи. Не трофейные, короче. Да. Семен пока отстает. Семен, есть что-нибудь, нет? Пока нет. Дать тебе мыкса того. А? Дать тебе мыкса того. На которого ты ловил, помнишь? Как у ней. Ну такого же, только черного. Черный? Ну. А? Ребята сейчас продолжают рыбалочку. Друзья, просто снимаю, наблюдаю, хожу. Вот. Пока не рыбачу, в общем. Так, а теперь подходим к Дмитрию. Посмотрим, что у него. У меня была поклевка на 1,5 метра. Я забурился в камне. И только опустил приманку, 2 раза стукнул по дну, вроде дно прощупал, начал поднимать. И в этот момент у меня попытались отобрать удочку из рук кто-то. А, это налим. Короче, смотал, наверное, он где-то около метра шнура и отвалился. Но я попытался подсечь, конечно, но клюнул прям так, нажал. Тык. Не знаю, Это налим, налим. То есть он на стук берет. Вот если бы у тебя была бы еще там какая-нибудь вкусняшка на крючке, он бы взял это. Ну, будем надеяться, я, может, что-нибудь потом подвешу на крючок, но пока попробую еще вот так. Может, щуки еще поклюют. Еще надежда, помимо налимов, конечно же, и щуку увидеть. Вот, Ясно. Здесь ведь есть крупные щуки, 5 килограмм и 6. Конечно. Поэтому надо в них поупираться. Вот. Ну и налимы, конечно, тоже попробую постучать потом. А, ты пользуешься тоже практиком? Да, я практиком смотрю, есть ли подходы. У меня были подходы, но вот в одном случае нормальная полоса была, а в остальном это, знаешь, вот что-то маленькое было совсем. Да, то есть подходы крайне редкие и вот что-то небольшое в основном. Ясно, мелкие рыбки. А, это сиги, наверное, сиг. Может. Сиг, он тоже хищник такой, да, да. Маленькую бицню бы надо, конечно. Попробовать себя.
Ну вот щука почему-то пока не подходит. Ребята все побежали, потому что вон те ребята слишком махали руками, когда вытаскивали. Величайшая ошибка всех рыбаков. Если вы ловите рыбу, никогда не размахивайте сильно. Семен сильно размахнул руками. Прям все бегут к нему. Вот так вот. Нужно сидеть и тихонечко вытаскивать. Посмотрите, что творится с ними. Они как будто с ума сошли. Обуривать начали. Обуривание началось сразу, процесс. Семен, ну подожди, дай интервью, пожалуйста, расскажи, как тебе удалось, вот как ты, поделись мастерством своим, ну что поспособствовало поимке такой щуки? Мастерство не пропешка. Ха, понятно. На глаз сразу. Ну мне кажется, еще у тебя шапка, по-моему, такая крутая. А, ну вот видишь, а у тебя тоже шапка, да, крутая? Шапка у тебя крутая, да? Крутая? Что-то я не вижу. Покажи-ка, покажи, что-то не видно. А? Не видно шапку. А, шапку? А, вот, да. Вы что, уже сколько там дубанули? 4? Ну я 3, Семен. Слушай, ну нормально, нормально. Вот сразу рыбаков-то сразу видно, вот. Издалека, кто настоящий рыбак-то. Да, да, ты же хотел здесь ставить, давай ставь. Видишь, глазом как эффективно. Вот, а ребята не знают этой фишки. А? Семен опять тащит. Давай. Все время надо передвигаться, да? Ром кого-то тащит прям. О, первая пошла. Это уже... Поздравляю. Ленская щука. Ну это, Ром, не ленская, я тебе скажу. Да? Это вот щуки из нашего озера. Да? А, это они оттуда сюда, короче, от нас прибежали, да? Они сюда выплывают из озера. Ну пойдет, нормально. А хотя вот это местная, у нее плавники не красные. А, Вот это местная ленская, да, правильно. вот. Поздравляю, поздравляю, Вот по настроение чинам. уже поднимается. То есть... Эй, Ага. открой. Открой, говорю. Хорошая, хорошая. Ну такая небольшая. Это еще не предел, я думаю, Ну, еще крупнее поймаем. да, конечно. Ага. Да. Вот видите, как творит чудо, чудеса. Поимка рыбы. Поимка рыбы. Понятно. Ну. Уже отлично. А Женя красавчик. Налима взял. Маленький, но все же он налил. Говори. Ты стучал, стоял, да? Да? Одно. Стоял, стучал. Круто, поздравляю. Спасибо. Сегодня ты самый результативный рыбак, я смотрю. Что? Сегодня ты самый результативный рыбак, смотрю. Наверное. 7 щук поймал, говорит.
Налима поймал. Блогеры, короче, нервно курят в сторонке все. Отдыхай. Отдыхает, ага. Пусть лежит. Прикольно. Ну, поздравляю. Спасибо, Слава. Надеюсь, не... Щучий глаз, да? На щучий глаз, да. О, уже подрано все. Ну эту щучку мы, наверное, отпустим, да, Слава? Да, конечно. Пускай растет. Ну, Такая красавица. Ай, бля, пальцы, смотри, засунул. я сначала отомстить решил, видимо. Да. Все. Давай. После обеда Женя опять продолжает дубасить. Все остальные также продолжают не ловить, кроме Жени. Ну давайте посмотрим к вечеру, что произойдет. Станет ли он Еще время чемпионом? А? Да. Ну, он же безоговорочный чемпион, поэтому. Здесь Александр стоит. Показывает холод, болит? Да нет. Вообще нет. Женьки есть. Ладно. Пожелаем удачи, ни хвоста, ни чешуи. Башка не влазит. Красава. Реабилитировался я все-таки. Друзья, вот, поймал. Наконец-то. Но, поймал я вот. Хотел вам показать. Реабилитировался. Почему? Удочка от Юрия Хохлова выдержала. Это удочка из первых моих серий по налиму, да. Наливище. Бриолин, вот. Big Game, Hard. Вот, друзья. Дело в том, что они не предназначены вообще под такую ловлю. Удочка графитовая. Она больше идет на судака, на щуку, вот. Но на налима тоже я как бы технологию немножко освоил и поймал налима, можно сказать. Так. Так. Поймал я, в общем, налима вот на такую блесну самодельную. Из одной блесны я сделал две. Из двух блесен я сделал одну, то есть. Сейчас я покажу. Открывай рот. Здесь у меня щучий глаз. Вот я связал две блесны в одну. Вот так вот, чтобы они создавали шум и был вес у блесны. И взял вот такого налима неплохого. Тут сколько, я не знаю, ну может шестерик. Шестерик-то есть, наверное. О.
хороший, ребята, взял. Вообще хороший. Сошел, падла. Крючок выпрямил, ну сошел. Здоровый был, вообще здоровый. Придется крючок как-то выпрямить. Так, ну что, Дмитрий, как считаешь, рыбалка сегодня прошла? Слушай, любая рыбалка, на мой взгляд, это всегда положительные эмоции, несмотря на результат. Я сегодня побывал на той реке, на которой, в принципе, всегда мечтал побывать, на реке Лена. Я мечтал побывать на всех крупных и средних реках России. Вот у меня основная. И сегодня еще одна маленькая, так скажем, частичка этой мечты сбылась. Я поймал рыбу, пусть это был окунь, были поклевки. Но, в принципе, я считаю, что вполне достойно. Для первого раза. Окуня он на ту блесну поймал, да? Нет, на вип. На блесну я ничего не поймал, к сожалению. А я не ловил на блесны сегодня вообще. Ну вот, друзья, на этом мы заканчиваем. Завтра у нас другие планы. Ребята, кто-то хочет сюда приехать, кто-то хочет уехать туда. Это кисленький такой В компотик. общем, так вот. Ну вот, друзья, наконец-то мне таки опять удалось порыбачить. Сегодня у нас крайний день рыбалки моих гостей. Привез я их опять на вчерашнее место, где они тут дубасили. Налимов. Ром поймал даже налима на 12 килограммов. Можете у него посмотреть. За рыбалка. Вот он идет. Ром, ну что, твои жерлицы все? Ни одной сработки сегодня нету. Сегодня ни одной сработки нету, да? Пацаны говорили 3. А может сработано, но не вытянуло? Да, блин, не знаю. Но сейчас я буду их снимать. Давай, Отсюда понял. давай, будем смотреть. Вчера они загорелись. Ничего себе, как вы воткнули. В общем, такой метод установки жерлиц я вижу впервые. Что он воткнул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жерлиц на пятачке 10 на 7. Посмотрите, здесь как будто после какой-то бойни. Бойня здесь произошла. Удочки вмороженные. Налим лежит. Воронами. Ну, это вороном, видать, оставили маленько. И вот здесь они вчера тягали налимов. Вот. Такое ощущение, что у него жерлицы вмерзли просто в лед. Ну вот, друзья, первый улов Евгения за сегодняшний день. Опять он открывает счет среди всех рыбаков. Е, такой классный сик первый. Вообще благородная рыба. Сегодня мы его попробуем. Поздравляю тебя. Вечером мы его съедим, да. Мы его сделаем вечером малосольным. Давай. Все. А он быстро это. О, отлично. Поздравляю, по чинам. Спасибо. Спасибо большое. Вот это настоящий рыбак, сразу видно. Вот. Ну что взял? Обычная, да? Зимняя колебалка, да? Да. Без глазика, без подсадки, да? Ничего. Ну давай, я ниже стайная. Еще должен быть. Да. Давай. Красота, друзья, посмотрите, какая красивая рыба. Видишь, есть сик. Флаг загорелся. Да не. Вот она щука. Зубастая попалась. Наконец-то таки у меня. Ну вот, друзья. Я наконец-то взял сегодня рыбу свою первую. Это, как всегда, конечно же, щука оказалась. Вот.
песчаная щука. Посмотрите, раскрас какой. Вот, сейчас я... Это у меня уже раз, два, третья лунка. Есть тут Женя сидит позади меня, у него постоянные были сходы, несколько поклевок, и я решил перебраться сюда. И сразу посмотрите, вот щука. От озерной щуки ее отличает окрас. Вот у озерной вот эти вот очень ярко выраженные плавники красные. Ну здесь видно, что она песчаная, на песке прячется. Ну и все щуки что-то нынче какие-то вот небольшого размера. Конечно, есть трофейные, но за ними надо в другое место ехать. Это что-то хорошее. Хорошая щука. А? Ну, как этот... Ну, на блесну. Как это удавка? А, закрутила типа? Да. Вот она как-то закрутилась странно, да, слушай так? А? Ага. И это... У меня леска залетела в этот... в кольцо. Слушай, так она еще и... Эх, глаз лопнул. Ну, придется глаз забрать. Такая неплохая щучка тоже. Красивая. Забираем ее, друзья. Щуки нам нужны. О! Евгений все-таки вымучил пиво все-таки. Он на резинку взял, да? Да. Бери, забери. И моя щучка первая. На сегодня. Теперь спокойно. Маленькие. Да. Маленькая щучка попалась. Такого отлично, друзья. Так, давайте сходим к ребятам, посмотрим, что они там делают все-таки. Все втроем там скучковались на этом пятачке, где они налимов ловили вчера.
Налима взяли, да? Анаконду Пока еще поймали. ничего не взяли. И теперь надо аккуратно натяжку перетащить на другую лунку. Или хотя ладно, оставим так. Оставь он так лезет. А, тащишь, Попался да? налим, да, большой. Вот как раз ты меня спрашивал, как работают удочки. Ну. Это, кстати, на Range Whip, это не на блесну. Ну давай посмотрим. Саня, кстати, тоже на Range Whip взял. Мгм. Давно уже борюсь, я думал, что ну как бы быстрее это все получится, но Говорит, хороший прям. Хороший, Камеру очень смотрел, хороший. вот такая голова. Но он боится, смотри, что... разматывай. У меня очень маленькие крючки там на 70. Да, тройники, Я боюсь, что... Да, он может прям вот... у меня еще дыра-то здесь не добита до конца. Вторая. Ну, попробуем. Ну давай, будем все смотреть. Болеть будем за меня. Ну. Вытяните лучше, вытяните. Если есть возможность, сразу вытянуть Тащи. камеру. Ну, скинь сюда просто. Давай я. Нет, скинуть не надо. Лучше сразу вытаскивать. Ну, сюда скинуть, он скидывает, он Сам таскает. готов? Подходит. Да. Так, аккуратно его брать, чтобы выжил. Да. Или, Постараться. или кишки аккуратно. будем... Не, никаких кишок. Зачем? Здоровый. Очень большой. Только камеру, если не перекрывать будешь, вообще буду рад. На с груди надо снимать. С груди не надо снимать, это херня получается полная. Нету красивых съемок. Планов и пейзажей ничего нет. Только вот ты... О, видишь ее, нет? Давай, давай. Ты же в камеру закрываешь. С этой стороны вон он морда. А у него он не влазит, не будет влазить, если слишком огромный. Здесь надо расширять Здоровый, лунку. очень здоровый. Я Лунку надо сам в расширять. шоке какой. Сейчас попробуем. Сань, подожди сейчас. Очень здоровый. Ну если уж никак не получится, придется забрать что. Ну да. Только еще взять бы его. Ой, он, блин, здоров. Сань, можем протащить? Не, не Ну он почти, по-моему, заходит. Пробьем? Стой, давай это вот, я расширю. Ножом. Нормально пролезет. Друзья! Слав, Рейншвип, смотри. Слав, дави. Не, меньше вчерашнего. Как тебе? Смотри, приманочка. Хороший, да. Ну, я думаю, что это около 9 точно. Но это я 8 ловил, она была меньше, друзья. Но это типа около... Не, это, наверное, десятка. больше. 10, да. Ну, мы его сейчас завешаем, друзья, За 10 смотрите. прям. Этого коня. Блин, эту треску огромную. О, я мечтал о десятке. Я думаю, что это она. Это Друзья. она, это больше даже. Поздравляйте, Дима. Да, поздравьте меня, зацени меня это с рейнджом сразу. О, рейндж-вип, да, класс. Да, вип взял, да. Как сказал, причем это мой вип. Ну ты в камеру смотрел. Поклевка снял, красиво, он прям подошел, ням-ням, и, короче, бух, жахнул. Сфоткаешь Всё. меня, Ромыч? Короче, меняю 70-ки трофейного випа на... Тебе он, да? А, у тебя с приманкой, да, там с этим, да? Да. Ну прям чуть-чуть сидел, смотри, вон. Смотри, как сидел чуть-чуть. Ну не разогнулись тройники, Слав, на десятке, на рейнже, мощные приманки. Тройники хорошие, Ромыч, сделаешь фото. Ну, за шестерку вот на вот это. Сейчас, да? А где она? Мы отпустили. Ага. Это с 70-й всего лишь. Слушай, этот... 28, 12, 86. С подсадкой, да? Змея. Видно, нет? Здоров. Да. Видно полностью. Так что вот так вот, друзья, здесь душат налимов. Вот на этом маленьком пятачке. Сделал все. Давайте зависим. А там щуки. Сиди. Давай завесим, посмотрим ради интереса. Да, да, Вообще. это Чёрный большой тоже. черный тоже, но потихонечку, Только красный потихонечку бурый. сверлит. Ну тут это тоже потихоньку. Если свежий. под налима, то лучше черный. Ром, включишь, сейчас я взвешивать буду видос. Ну, молодец. Хорошего взял, а? Вот хорошего взял, а? Прям пинком. Вот ты моя родненькая.
И вот странно так, да, именно вот в этом месте ловится, да? В одном. С одной лунки. А нету, да, вот это? А у меня что-то нет. Давай я вот так обложу. Дайте я возьму. Жень, дай я попробую отцепить сам. Да, хорошая такая, кулинарного размера. Да. Забираю. Ну, уже деваться некуда, я отпустил. Интересно так, да? Прям с одной лунки, да? То есть вот только одно отпустил, и здесь три, да? Три штуки. Вот, я одну, что ты взял? Ну я говорю, вот в этом А качке. там удары все, да. Я еще взял вот три вот здесь вот, две забрал и одну отпустил, по-моему. Вот в этом пятачке они прям как вот странно. Ты может сейчас сюда перебурить, еще даже ближе, наверное. К кромке. Да, ближе к кромке, наверное, подойти попробовать. У тебя маленький щурок, а? Маленький щурок попался. Да щучка небольшая. Сама ушла хоть. Рома стоит на склоне. На полярный круг лезет. Ну вот, друзья, потихоньку подходит время, когда мы заканчиваем нашу рыбалку. И под конец рыбалки Рома с канала The Рыбалка из Казахстана решил сделать для своих подписчиков сюрприз, спрятать нож на полярном круге. В общем, кто будет здесь, ну, в общем, смотрите ролики Ромы, и вы узнаете, где он там чего спрятал, собственно. А ребята, вот они сидят на льду, рыбачат, все смотрят, как Ромка лезет на гору. Вон туда, уже до середины дошел. Опасно. Ром, ну как строганина тебе наша якутская? Вообще круто. Я уже знаю, какой кусочек съем. Макаешь. Сига постругали ребятам с утра. Сегодня ребят все уезжают. Все довольны, нет, ребят? Ну что, как? Вообще супер. Да. Мой рекорд вряд ли кто-то побьет. Я думаю, Слава Дмитрий. через пару дней побьет. Дмитрий. Ну, Слава, Александр, что, как у тебя? У меня все отлично, все понравилось. Щучек бы еще таких. Ну, я имею в виду, вы громадных. планы все свои выполнили или еще нет? В Все-таки. принципе, да. Мне очень понравилось здесь. рыбу всю попробовали. Одна из, Омуля наверное, пробовали. самая запоминающаяся Сига зимняя поездка за все время. Вообще. Обязательно еще приеду, если позовете. Отлично. Отлично. Ну все. Дима еще хочет остаться. Дима да. хочет остаться, Сегодня да. говорил, он что-то... Ему бы весы достать еще. Вот. Я бы остался с удовольствием. Но вы вперед меня ролики выпустите. Ну да. Так, ребята кушают в столовой еще теперь. Потом едем в аэропорт. Почему вот из оленины же вот это котлеты? Мясные, да? Нормально все. Да, и борщ должен быть из мяса из оленины, кстати. Основное животное. Да, здесь основное, да, здесь только олени. Приятного аппетита всем. Спасибо. Здесь же коров не держат, Слав? Нет, ну одна семья держит вроде как. Вот такая у нас столовка общественная
Это единственное в поселке. О, борщ наваристый. Нормальный, да? Да? Для столовой самопал. Ром, что взял? Я борщ взял, я жиденького захотел прям. Угу. Ты беляш взял? Да? Беляш тоже из этого. Тоже оленина. Так, ну все, ребят, привез в аэропорт. Так, ну и по традиции, в общем, дарю свой лунный календарь, вот такой вот, на 2024 год, пусть повесит у себя. И на этом, друзья, мы заканчиваем наш сюжет. Всем спасибо за просмотр, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Всем хорошего настроения, всем спасибо, всем пока.